Они бьют мировые рекорды и всегда готовы прийти на помощь. Понимал, что надо все быстро делать. Сделали, получается, массаж сердца. Вся вода у нее вышла. Сегодня в Казани наградили героев нашего времени. Нами было принято решение проникнуть в этот трамвай через окно и освободить пассажиров. Об их историях расскажет Рамиль Галиуллин. Он погиб, защищая Авдеевку. Он решил, что должен послужить своей стране. В Высокогорском районе увековечили память бойца Ильшата Галимова. Его сыну передали орден мужества. Репортаж Рамиля Шайдуллина. Древние подземелья и новинки благоустройства. Это видовые кадры, по которым мы дальше будем разрабатывать уже рабочую документацию. В Казани полным ходом идет реставрация уникального объекта культурного наследия. Уже в новом году будем переходить на этап внутренних работ, интерьеров. Каким он будет и когда ждать завершения работ, узнал Дмитрий Аренин. Об этом и не только расскажем прямо сейчас. В студии Лина Зинатуллина вы смотрите новости Татарстана. В понедельник в нашей стране знаменательная дата. Россия отметит День Героев Отечества. Мероприятия, приуроченные к этому дню, стартовали уже на этой неделе. Сегодня Рустам Минниханов вручил золотую звезду семье Алексея Капунова. Офицер погиб в зоне СВО. Он стал одним из 14 татарстанцев, удостоенных в ходе спецоперации звания Героя России. Звание Героя Российской Федерации посмертно присвоено подполковнику Капунову Алексею Викторовичу. Золотую звезду Рустам Минниханов вручает матери, вдове и сыну военнослужащего. Высшее звание присвоено указом президента страны за проявленный героизм, мужество и отвагу при исполнении воинского долга. Это самая высшая награда Российской Федерации. 14 героев у нас. Один из них – ваш сын, супруг, ваш папа. Райс республики отметил, Алексей Капунов был храбрым и отважным воином, грамотным офицером. Его самоотверженные и решительные действия обеспечили выполнение боевых задач и помогли сохранить жизни сослуживцев. Рустам Минниханов назвал Алексея Капунова примером честного служения Отечеству. Герой родился в Казани, в семье воевали оба деда. Поступать парень не решил в Казанское танковое училище. Я отговаривала вот с сестрой, с его первым учителем отговаривала. Я говорю, зачем тебе всю жизнь армия, сынок? Мама, нет, я хочу быть военным. В зону СВО Алексей был мобилизован осенью 2022-го. Для семьи профессионального военного это не стало неожиданностью. С родными общался через видеозвонки, приезжал в отпуск. Говорил всегда все хорошо. И нормально. Как дела? Нормально. В меру строгий, когда надо, Офицер участвовал в оборонительных действиях на Авдеевском направлении. 21 марта в ходе боя лично эвакуировал 3 раненых товарищей. Во время обстрела прикрыл собой сослуживца и спас ему жизнь, но был ранен сам. Продолжил командовать и до последнего не терял мужества и стойкости. После очередного применения противником кассетного боеприпаса получил ранение, несовместимое с жизнью. Его похоронили в Казани на Арском кладбище. Как офицер, как человек, который выполнял поставленные задачи, он был примером для всех, то есть реально примером. То есть это не вот то, что он звезду героя сейчас получил за смерть. Нет, он вообще ее при жизни заслужил. За все вот эти поступки, за те все действия, которые он все это выполнял. Это изумительный человек был. Не хочу даже говорить слово «был». Он всегда есть, в моем сердце всегда будет, в мыслях. Про таких говорят человек с большой буквы. Это слово я могу прописать полностью заглавными. Даже не с одной большой буквы. Алексею Капунову было 43 года. Он стал 14-м татарстанцем, удостоенным звания Героя России в ходе спецоперации. Лина Зинатуллина, Андрей Ключников, ТНВ, Казань. Установили мировой рекорд, спасли из пожара и воды практически по частям. Собрали пострадавшего в страшном ДТП. Сегодня в Казани наградили татарстанцев, совершивших подвиги и достигших выдающихся успехов в течение года. Им вручили республиканскую премию «Герои нашего времени». Ее удостоены не только полицейские и врачи, но и простые жители и даже школьники. В списке 500 человек. О связи поколений Рамиль Галиуллин. Настоящие мировые герои тоже сегодня с нами. На сцену выходит самая юная награждаемая. В свои 5 лет Зара Иванова установила 5 мировых рекордов по сноубордингу и покорила склоны Эльбруса.
Так как тренер начала с малых лет уже этим заниматься. Она еще не умела говорить, но уже умела стоять на балансборде. В 3 года она уже начала достигать рекордов. Все это произошло на городском пляжу, получается. Медаль за проявленное мужество получил 15-летний Вильдан Салахов. Летом в Зеленодольске парень бросился на помощь утопающей женщине. В нужный момент юный герой не колебался ни секунды. Положил ей руку на свое плечо и отплыл с ней до берега. Сделал ей, получается, массаж сердца. Вся вода у нее вышла. Следующий герой – Ислам Асхадуллин. Мужественный и зрелый не по годам. 17-летний Ислам Асхадуллин из Балтасей с самого начала спецоперации изготавливает блиндажные свечи и маскировочные сети. В прошлом году открыл в районе пункт сбора гуманитарной помощи. Это им очень приятно, мы получаем обратную связь, и это нас очень мотивирует. За их примером последовали другие ребята. Награду получили Эрик и Рафаэль Булхановы. Уже целый год братья-шахматисты жертвуют свои призовые с турниров на помощь нашим бойцам в зоне СВО. Нам мама предложила сдать деньги на СВО. Мы сдали, а потом об этом еще узнал наш шахматный клуб. И они попросили нас, чтобы они тоже сдали деньги. Овациями зал встречает самую возрастную участницу церемонии. Рукие Сахабудиновой 93 года. На свои кровные снабдила комплектами белья целый батальон в зоне спецоперации. Когда отдашь маленько, облегчает жизнь. Аплодисменты тем, кто никогда не проходит мимо. Среди отличившихся и напарники Денис Осипов и Ринас Хайрдинов. Экипаж полка ДПС пришел на помощь пассажирам в заблокированном трамвае. Героем себя не ощущаем. На нашем месте каждый поступил бы так же. Давай на ногу здорово. Отпускай сеть. Это кадры реабилитации и восстановления Аллы Синченко. Девушка попала в страшную аварию на трассе М7. Перенесла несколько операций, во время которых врачи собирали ее практически по кусочкам. Одним из них был врач-травматолог 7-й горбольницы Марат Хакимов. В общем, она провела у нас в стационаре больше 40 дней. Первые шаги делала тоже у нас в стационаре. Сейчас, к счастью, девушка полностью вернулась к жизни. Чудо это или не чудо, это наша обязанность. Мы должны помочь человеку, мы должны спасти жизнь. Церемонию провели в преддверии Дня Героев Отечества. Медали получили полсотни татарстанцев и организаций. Партия «Единая Россия», молодая гвардия уделяет этому проекту, который родился несколько лет назад, достаточно серьезное внимание, и все новые номинации появляются, все новые сюжеты появляются, и это стало очень хорошей традицией. И каждый год премия показывает, как много героев среди нас. Рамиль Галиуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Огромная яма образовалась сегодня на улице Фучика в Казани. Тех, кто утром поехал по этой дороге, ждал неприятный сюрприз. Все произошло на рассвете. На кадрах из соцсетей видно, на улице еще темно. Аварийный участок не огорожен. Водители, заметив неладное, вынуждены ехать по крайней правой полосе. Спустя некоторое время место провала оцепили автоинспекторы. Автомобильный поток направили в объезд. Аварийные бригады принялись за ремонтные работы и засыпали яму песком. Сегодня произошел провал на пересечении улиц Фучика и Кулгали, связанный с работами, проводимыми по прокладке линии метро. Сотрудники администрации дорожной службы сразу же выехали на место. Дорожные работы проводятся силами Казметрострой. Сегодня засыпят грунт, завтра планируют полное асфальтирование и восстановление покрытия. Я с утра приехал сюда, 8:30. Уже машина стояла с потерянным бампером задним. Ван хоть еще никто не провалился. Так что, было видно заранее, что это скоро, обвалится или еще что-то. Как-то надо было, проверить. Пробки, да, что-то уже неудобство для людей. То есть, моменты не очень хорошие. Но самое главное, все вовремя. Все делается. В последний раз снега к 5 декабря не было в 2008 и 2009 годах, а до этого в 1996. Какая погода ждет татарстанцев в декабре и боятся ли глобального потепления? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня в Зеленодольске простились с легендой отечественного судостроения Виктором Кашкиным, главным конструктором бюро. Сотни людей пришли в Центр народного творчества. Ровно 2 недели назад именно здесь Рустам Минниханов вручил ему орден дружбы. Виктор Николаевич внес неоценимый вклад в развитие обороноспособности страны, был специалистом высочайшего уровня. Он скончался в среду после аварии с участием скорой помощи в Казани. Главный зал Центра творчества сегодня полон людей, утопает в цветах. На сцене фотографии Виктора Кашкина с доброй улыбкой и проницательным взглядом.
Таким он был и в жизни. Заслабо вести массы. Все свои решения, которые он принимал в своих проектах, были глубоко обдуманы. Знаем и будем помнить все то, что он делал для товароспособности нашей страны. Всегда он был бодрым, всегда он был целеустремленным и всегда заявлял, что ребята, прорвемся. Это поддерживало нас. Виктор Кашкин возглавил Зеленодольское проектно-конструкторское бюро в непростые 90-е, когда рухнули связи с поставщиками, а корабли надо было строить. Только благодаря его труду и настойчивости конструкторское бюро выстояло. Все расчеты он проверял лично с логарифмической линейкой в руках. Его проекты были дерзкими и новаторскими, говорят коллеги. Все проекты, за которые он брался, были амбициозные, были интересные, были новые. И он не боялся двигать вперед, потому что все понимали, что поручить Виктору Николаевичу, дело доведет до конца. Скорбим, помним. Спи спокойно, Виктор Николаевич. Мы продолжим ваше дело. Совместно с конструкторским бюро Кашкина завод реализовал десятки успешных проектов от Татарстана до Дагестана. Их корабли и сегодня защищают границы нашей Родины. Многолетний труд главного конструктора оценили на высшем уровне. 2 недели назад именно в этом центре Рустам Минниханов вручил Виктору Кашкину орден Дружбы, одну из самых высоких наград. Жизнь Виктора Кашкина оборвалась в эту среду. В ночь на понедельник карета скорой помощи везла его в 7-ю горбольницу Казани и попала в аварию. Невосполнимая утрата. Такие слова сегодня звучали со сцены. Виктора Кашкина похоронят на родине в Воронежской области. Светлана Звонарева, Юлия Озерова, Александр Федотов, ТНВ, Зеленодольск. Реализацию региональной программы по повышению рождаемости Рустам Минниханов обсудил с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой. Она находится в Татарстане с рабочим визитом. Также говорили о необходимости укрепления института семьи и семейных ценностей, мерах поддержки участников СВО и их родственников. И сегодня Анна Кузнецова посетила Казанский военный госпиталь Минобороны России и пообщалась с пациентами. Учреждение предназначено в первую очередь для лечения и реабилитации военнослужащих, в том числе участвующих в специальной военной операции. Детали визита в нашем материале. Позвольте вам представить госпиталь. Вице-спикеру Госдумы рассказывают историю создания Казанского военного госпиталя. Он был построен меньше, чем за год, в 2022-м. Здесь на площади почти в 1,5 гектара расположился комплекс зданий с мощностью 150 коек. Сейчас мы с вами находимся непосредственно в поликлинике на первом этаже. В данном случае это холл регистратуры. Для пациентов созданы самые комфортные условия. Современные палаты, операционные с видеосвязью для консилиума с лучшими специалистами страны. Своя паракамера, используемая на сегодняшний момент для лечения гнойной инфекции. Анна Кузнецова пообщалась с пациентами, поблагодарила военных за службу и пожелала скорейшего выздоровления. Разрешите сказать вам спасибо за матерей, которые сегодня благодарят вас за защиту нашей страны, докторов, которые здесь лечат, которые здесь помогают, которые спасают. Спасибо большое, Анна Юрьевна, за то, что вы нас принимаете, помогаете, цените и поддерживаете. Ребята, победы всем! Как можно скорее, общей нашей победы. Ради Бога, возвращайтесь, не болейте. В разговоре с журналистами Анна Кузнецова подвела итоги визита в республику и рассказала, обсудила с руководством республики новые меры поддержки семей участников СВО. Сегодня договорились о том, что будут специальные выезды, встречи вместе с семьями, организованные в различных муниципальных образованиях Татарстана. И вопросы, которые будут там звучать, станут основой тех решений, которые будут приняты дальше. Ведь не случайно буквально на днях состоялась стратегическая сессия, заседание Совета по стратегическому развитию при президенте с участием президента. И эти задачи были поставлены. Анна Кузнецова вручила награды врачам и поблагодарила артистов, которые регулярно посещают госпитали и поддерживают бойцов. Вероника Гайнудинова, Дмитрий Аринин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. В штабе общественной поддержки «Единой России» вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова встретилась с победителями премии «Юный герой». Это ребята, которые в этом году совершили героические поступки, достигли высоких результатов в учебе, науке и творчестве. 16-летний Ибрагим Ахмадуллин изобрел новый танк Т-24. Разработкой уже заинтересовались военные специалисты. Саид Галиуллин выиграл 22 международных, 5 всероссийских и 9 республиканских конкурсов. Он юный артист. Недавно занял 2-е место в проекте «Голос дети». Анна Кузнецова
Кузнецова поблагодарила родителей за воспитание детей. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова посетила сегодня и школу «Адамнар» Казань. Здесь учатся почти 4000 детей. Гости осмотрели творческие мастерские, научные лаборатории, видео и звукозаписывающую студию, библиотеку, бассейн. В конференц-зале состоялась стратегическая сессия «Семейный код Татарстана. Диалог о важном» с участием молодых, в том числе студенческих и многодетных семей. Ордена Мужества посмертно удостоен уроженец Высокогорского района Ильшат Галимов. Он погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО, освобождая Авдеевку. В преддверии Дня Героев Отечества мемориальную доску в честь героя установили на стене его родной школы в селе Дубьязы. В его судьбе было много знаковых дат. Защитник родился 23 февраля и отдал за свою страну самое дорогое – жизнь. Его смелый взгляд и волевой характер видно даже с черно-белого изображения на мемориальной доске. А таких, как Ильшат Галимов, говорят, был рожден для защиты страны. Смелым, самоотверженным, добрым, веселым, решительным был вот всегда. Лазил на стол, где там электричество, да, бесстрашный такой. Всегда правое его дело было, вот правым. Символично, что родился Ильшат Галимов 23 февраля. Прадед дошел до Германии в Первую мировую. Оба деда воевали в Великую Отечественную. Год назад на СВО отправился Ильшат Галимов. Он заключил контракт с Минобороны. У брата, у Ильшата, видимо, настало это время. И он решил, что должен послужить своей стране. Это его путь. И своим одноклассникам он голосовое отправил. Что он не собирается погибать, он будет воевать, он будет служить своей родине. И через полгода, в первый отпуск, я там дословно писал, приеду, встретимся на Сабантуе. В январе пулеметчик Ильшат Галимов погиб при выполнении боевой задачи в Авдеевке. Выдержав первый штурм, пал смертью храбрых во время второго. Указом Владимира Путина награжден Орденом Мужества посмертно. Сегодня его вручили сыну, 15-летнему Амиру. Он был хорошим, трудолюбивым, любил меня. Я горжусь им, и он гордится мной. Как сегодня отметило руководство района, память героя увековечат и в райцентре. Мы планируем после окончания специальной операции уже рядом на площадках, где парках Победы, где аллеи, обелиски, сделать именно героем специальной военной операции такие вот площадки, чтобы все видели. Память защитника увековечена на фасаде его родной школы прямо по соседству с бюстом героя-поэта Мусе Джалилю. Оба пример бесконечной любви и преданности своей родине. Оба не пожалели ради нее своих жизней. Оба навечно в памяти родной земли, республики и страны. Рамиль Шайдуллин, Алмазъединов, ТНВ, Высокогорский район. Рустам Минниханов сегодня встретился с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Бахрейн в России Абдулрахманом Махмудом Исмаилом Аль-Саати. Обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, укрепление связей в науке, образовании, культуре, туризме, взаимодействие в области исламского банкинга и финансирования, а также в индустрии халяль. Рустам Минниханов отметил, Татарстан стремится вносить вклад в развитие российско-бахрейнских отношений. Посол Бахрейна в ответ передал привет и наилучшие пожелания от короля. Опытом Татарстана по социальной адаптации осужденных и освобожденных из мест лишения свободы Фарид Мухаммедшин сегодня поделился в Саранске. В столице Мордовии прошло заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО. Федеральный закон о так называемой пробации социальной адаптации осужденных был принят в феврале прошлого года. Он регулирует помощь в трудоустройстве, получении образования, социальной поддержке, восстановлении документов и утраченных связей с родственниками. Татарстан назвали одним из передовых регионов. Есть 2 центра пробации, и на законодательном уровне утверждено ежегодное резервирование рабочих мест для трудоустройства осужденных и отбывших свой срок. Реставрацию памятника павшим воинам завершат в августе следующего года. Финансирование увеличат. Об этом сегодня заявил Иван Гущин, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана. Храм-памятник 1823 года постройки – один из старейших в России воинских мемориалов и объект культурного наследия федерального значения. На его реконструкцию средства выделили из бюджетов страны и республики. Проект реализуется при поддержке Рустама Минниханова. В планах не только облагородить здание, но и масштабно благоустроить территорию. Ход работы от древних подземелий до свежеотпечатанных эскизов увидел Дмитрий Аринин.
то есть вот он по периметру идет. Сегодня строители показали, они уже установили боковой подпор. Он позволит вести дальнейшие работы. Это пока начальный этап реставрации. Так называемый шпунт Ларсена, он выполняет функцию берегоукрепления, то есть не дает уже берег, соответственно, размывать водой. И, соответственно, исполняет функцию гидросооружения. Вопрос с водой здесь решили. Раньше подземелья храма были затоплены. Теперь сюда можно зайти. Сейчас специалисты более чем на 90% завершили укрепление укладки. В стены вставили такие так называемые пакеры и с помощью них под давлением закачали цементирующее средство. Объект культурного наследия федерального значения до этого находился на консервации. За масштабную реставрацию взялись впервые. Из российского и регионального бюджетов направили 300 миллионов рублей. Эта сумма будет однозначно увеличена. То есть такая уже договоренность имеет место быть. В новом году будем переходить на этапы внутренних работ, интерьеров, росписи храма, воссоздание иконостаса, ремонт полов, лестниц и так далее, так далее. В ходе работ строители находят останки воинов. К ним особые отношения. Перемещают в специальное помещение храма. Большие планы по благоустройству территории. У храма-памятника должны появиться смотровые площадки, парковки, и вместо песчаной насыпи построят мост. Для служителей храма необходимо свое место. На Кировской дамбе, прямо на песчаной насыпи, у нас появится небольшой павильон. У нас храм с берегом, с Кировской дамбой будет соединяться уже пешеходным мостиком на сваях. Здесь мы сейчас вместе с экологами и мелиораторами определяем ширину этого моста, длину этого моста. Это видовые кадры, по которым мы дальше будем разрабатывать уже рабочую документацию. Я думаю, что здесь будет минимальное количество изменений. В середине октября объект лично посетил Раиса Республики. Рустаму Миниханову показали ход работы, презентовали проект реставрации. Завершить ее планируют к августу следующего года. Дмитрий Айрин, Булат Абдульманов, ТНВ, Казань. Сегодня в Казанском Кремле наградили победителей республиканских творческих конкурсов на тему антикоррупции. Церемония прошла в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отметят 9 декабря. Конкурсы проводят под патронажем Раисы Республики. Школьники и студенты прислали более 900 работ. Свой взгляд на борьбу с коррупцией молодежь представила в нескольких номинациях. Это рисунки, плакаты, видеоролики, сочинения на родном языке. Работы победителей украсят календари, брошюры и издания на антикоррупционную тематику. Деньги являются не самым важным в нашей жизни, и через свой видеоролик мы показали, что ценностями в нашем мире являются именно доброта, честность, отзывчивость, чтобы дети именно сейчас уже приучались к тому, что нужно следовать именно этому. Формирование гражданской позиции у нашей молодежи, у наших детей – это самая главная сегодня для нас функция вообще системы образования, наряду с воспитанием и обучением, чтобы дети были патриотичными, чтобы дети понимали, чтобы дети боролись с маленьких со злом, чтобы не было коррупции. В университете управления ТИСБи проходит международная конференция «Наука и образование». Участники из 12 регионов России, Беларуси, Казахстана и Индии обсуждают современные тенденции конвергенции науки и образования в контексте социально-экономического развития страны. Это очень важная вещь – соединение науки и образования. Конференция собрала ученых, педагогов, представителей министерств и ведомств. Они решают задачи, которые требуют новых механизмов взаимодействия науки и образования. Эксперты уверены, только их синергия позволяет создавать инновации, которые двигают вперед экономику и социальную сферу. Дискуссии охватывают самые разные направления – от цифровизации до инклюзивных методик. В университете управления ТИСБи этому уделяют особое внимание. Здесь создали 8 научных школ. Они занимаются актуальными исследованиями социально-экономического развития Республики Татарстан. Конвергенция, она заставляет нас по-новому работать. У нас очень хорошие разработки в цифровизации, в искусственном интеллекте. Все то, что только на острие ножа, оно уже внедряется в наш вуз. Конференция стала площадкой для обмена опытом и поиска новых решений. Участвуют эксперты из России, Беларуси, Казахстана и Индии. С зарубежными странами у университета много совместных научных проектов. По итогам конференции участники предложат новые методики, которые объединят науку и образование для решения задач современной экономики. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Амирханом Калимуллиным. До встречи. Здравствуйте! В студии Амирхан Калимуллин.
В республике погоду формирует холодный циклон. Подробнее после полезной информации. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер по вашим размерам. Только в декабре при заказе кухонного гарнитура «Мойка», при заказе шкафа «Брючница в подарок». Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Балтасях и Зеленодольске будет облачно, местами с прояснениями, без осадков. Температура днем от 7 до 9, ночью от 8 до 11 градусов мороза. В Буинске, Тетюшах и Апастово переменная облачность, осадков не ожидается. Температура днем 5-6, ночью 8-10 мороза. В Чистополе, Мамадыше и Нурлате тоже облачно, с прояснениями, но без осадков. Температура днем 6-8, ночью 10-12 мороза. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Сарманово облачно с прояснениями. Осадков не ожидаются. Температура днем минус 6-7, ночью минус 10-12. В Альметьевске, Леногорске и Урусу облачно с прояснениями. Температура днем 8-9, ночью 13-14 градусов ниже нуля. В туристических городах республики тоже холодно и без осадков. В Свияжске минус 6 градусов днем и минус 8 градусов ночью. Будет переменная облачность, осадков не ожидается. В Болгарах переменная облачность, без осадков. Температура минус 6 градусов днем и минус 8 ночью. В Елабуге облачно с прояснениями, без осадков. Днем 8, ночью 12 градусов ниже нуля. В Казани будет облачно, без осадков. Температура днем 6, ночью 7 градусов мороза. Атмосферное давление повышенное, оно составит 776 мм ртутного столба. Ветер будет дуть со скоростью около 4 метров в секунду. Влажность 78%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Удачных вам выходных и хорошего настроения.